Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у меня в гостях, пожалуй, самая долгожданная моя гостья за 2 года программы Альмира Синди. Привет, Альмира! Привет! Альмира Синди – журналист, учредитель сетевого издания «108 канал ТВА». В октябре этого года 108 каналу исполнилось 3 года. За это время независимая СМИ стала лидером в информационном пространстве Тувы. Материалы набирают до 1 миллиона просмотров, и это благодаря слаженной работе коллектива, который выстроила Альмира за 3 года. Также Альмира Синди является политическим аналитиком, спикер для федеральных СМИ, дает оценку тувинским властям, и к ее мнению прислушиваются. Альмира Синди – мама 17-летней дочки, профессионально занимается тайским боксом. Сегодня Альмира – одна из самых известных журналистов в республике, к которой обращаются люди за помощью. Наконец-то это свершилось, наконец-то мы можем в этой студии посидеть и поговорить про тебя, поговорить про канал. 108 каналу в октябре этого года исполнилось 3 года. Это огромный срок для частного канала. Вот расскажи, как все начиналось. Очень интересно, как зарождалась история. Ой, наверное, возможно, кто-то не знает, возможно, кто-то знает. Это все началось в 2019 году. В 2019 году были выборы в Верховный Хурал. Тогда мы начали сотрудничать с 8 каналом. Выборы закончились, но вот эта вот история о том, что нужно продолжать показывать и рассказывать о проблемах людях, она осталась. И было решено, что мы будем выпускаться на 8 канале Красноярского края. Тогда мы входили именно к ним. Это уже потом, через 1,5 года, мы создали свое собственное СМИ, 108 канал, и по сей день сейчас находимся. То есть за эти 3 года многое вообще, конечно, что произошло, и были и падения, и взлеты, но мы держались, мы продержались, и сейчас уверенно держимся в информационном пространстве Тувы. И я вот не побоюсь сейчас этого слова, мы занимаем ведущую роль среди СМИ Тувы, потому что у нас очень большие просмотры, не очень большие, большие, да. Для кого для Тувы? Ты знаешь, даже для Сибири у нас вот сюжет недавно набрал 500 тысяч просмотров. У многих коллег даже в Сибири вот такого количества просмотров не набирается. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы востребованы, то, что люди нас знают, они целенаправленно заходят на нашу страницу в Ютубе и смотрят наши материалы. То есть это правда, да, это так. Не так, чтобы мы таргетировали рекламу, то, что мы объявляли о себе, вкладывали в это деньги в рекламу. Нет, то есть люди уже знают, что есть 108 канал, у них интересные сюжеты, которые нужно просмотреть. Да, и мы набираем вот такой сотни тысяч просмотров за короткий промежуток времени. Мне кажется, это дорогого стоит, и это работа всей нашей команды, в том числе и тебя тоже. Да, кстати, программа Тува Life Talk уже практически 2 года, вот в феврале будет 2 года, как мы выходим. А давай расскажем, как это было. Я думаю, что многим будет давай интересно. Расскажем. Да, давайте я расскажу. Давай. С Анастасией мы знакомы очень давно. Я знаю, что Анастасия талантливый журналист. Мы начинали с ней с телекомпании «Новый век». Это тоже, кто не знает, это было независимое такое частное телевидение в свое время. Сейчас, к сожалению, оно закрылось. И вот с тех... Настя еще тогда была школьницей. Нет, не школьницей, я уже студентка была. Студент? Так, да. Почему? Да, ты была студенткой, ты приходила в «Новый век» на практику, да? На стажировку. Каждое лето я работала на стажировку приходила, стажировалась, и оттуда, пошли наши корни, нашей дружбы с Анастасией. Для меня вообще очень важно было, чтобы собрать в команде, знаете, экологичных людей, чтобы были не токсичные, потому что вот эта обстановка, когда в коллективе, она должна быть здоровой. Хоть какой ты будешь профессионал, если не будет здоровой обстановки в коллективе, все, считай, это полуработы на смарку пойдет, потому что люди будут между собой грызться, ругаться и так далее. То есть они не будут работать, у них будет занята голова абсолютно другим. Вот из этих соображений, зная тебя, Настя, что Настя профессионал, и она знает, как общаться с людьми, я пригласила Анастасию вести программу.
Анастасия, ну, быстро согласилась, да? Да, быстро. Ну, у нас же еще до этого, помнишь, тоже были эти обсуждения, были разговоры о том, что было бы классно вот такой проект запустить. И как раз вы запустили канал, и возможность появилась, конечно, я очень быстро согласилась. Да. И вот уже 2 года Анастасия ведет вот эту вот передачу. Здесь было огромное количество гостей, да. Вы все это видели, вы все это знаете. Это не только из Тувы, но и из России, из-за рубежа. То есть со всеми старается Анастасия со всеми поговорить, раскрыть героя, чтобы вы больше знали о том, кто наши земляки. Потому что это не только кто живет в Туве, но и тот, кто находится и за пределами, потому что они все интересные личности. У них есть что рассказать, у них есть чем поделиться. И вот в этой программе в формате Тува Live Talk как раз-таки Настя раскрывает героев и рассказывает вам. То есть работаем мы, конечно же, для вас, дорогие наши телезрители, дорогие наши подписчики, чтобы вы узнавали больше. Да, и первый выпуск мы снимали у тебя в квартире. Да. В 10 вечера у нас был зум с девочкой-студенткой из Канады. А у нее же, по-моему, еще время, да, чуть ли не 10 часов плюс. Да, у нее раннее утро, у нас уже поздний вечер. И вот мы подгадывали это время, и в твоей квартире, я помню до сих пор, там просто свет, камеры, все это разместилось. Я с этим ноутбуком, ну блин, это было классно, конечно. Да, это было классно, есть что вспомнить. Выходили ситуации по-разному, да, даже в квартире писали, но это ничего не испортило, наоборот, какой-то даже перчинки добавила. Да. Ну, как говорится, вот в людях это главная работа, да, ой, не работа, а именно то отношение людей, как они работают. То есть можно создать любые условия, там, суперстудию сделать, я не знаю, там, аппаратуру. Но если человек не профессионал, если он не знает, как это все делать, это все померкнет. Работу делают в первую очередь люди. Да, и даже в полевых условиях, если ты реально профессионал, ты будешь работать и выполнять то, что должен. И делать это классно и качественно, и интересно. Вот это наша студия, вот эта циклорама, она тоже появилась не сразу. Вот как развивался канал? Все-таки за 3 года достичь таких результатов, чтобы стать одним из ведущих СМИ в республике, это дорогого стоит. Вот как получилось? Как получилось, но сейчас нужно отметить Андриана Оржака, который является нашим спонсором, нашим шефом, нашей головой. Он очень мудрый человек, я вот вам говорю, потому что Андриан Оржак никогда не вмешивается в нашу информационную повестку дня. То есть нет такого, что он говорит, вот это нужно снимать, вот это вот нужно снимать. Мы своим коллективом, да, как бы вот Настя тоже об этом это может доказать, что мы сами решаем, что мы будем сегодня снимать, кого мы будем приглашать. То есть у нас полный полет творчества. То есть мы делаем то, что хотим, не то, что хотим, а то, что считаем интересным, то, что вписывается в сегодняшние реалии. Вот, отдать ему должное, и мы очень все благодарны ему, что он нас поддерживает финансово, это в первую очередь. Мы находимся в ТВЦ, то есть в ТВЦ Города наш офис, и здесь такие вот как раз таки, и мы решили, что-то, по-моему, год назад, год назад, что нам нужна какая-то такая небольшая студия. Мы построили вот эту вот циклораму. Вот то, что вы видите, передачи наши все, она на самом деле очень небольшая. Если мы потом за кадром покажем вам, ну, тут может уместиться несколько человек, но для картинки это достаточно, чтобы показывать качественную картинку и чтобы не отвлекало от других, ну, вот каких-то посторонних предметов. Да. Мы здесь уже 3 года, я думаю, мы здесь таки будем жить. У нас небольшой офис, ну, примерно 10 на 10. Нас работает здесь 14 человек, у нас 5 человек. 5 человек у нас в штате, это уже на постоянной основе, и есть внештатные сотрудники. Это не только, которые здесь находятся в Туве, но и есть, у нас вот есть Мика Ян, да? Она студентка в Москве, учится на журналиста, учится на журналиста, и она оттуда из Москвы делает молодежную передачу. Получается достаточно хорошо, она будет сейчас еще дальше обучаться, я думаю, в дальнейшем эта передача будет иметь огромный успех. То есть мы стараемся все-таки, знаете, то есть брать тех людей, которые могут такие многостаночные, которые могут, не только
ну, появиться в кадре, но которые могут сами снимать, которые могут сами писать, монтировать. То есть вот таких людей мы ценим. Ну, вот Мика у нас, есть еще у нас несколько человек, которые находятся ну, тоже за пределами Тувы, которые нам пишут. То есть у нас же не только это 108 канал, это, ну, то есть площадки в социальных сетях, у нас еще есть телеграм-канал, где мы пишем новости, информируем. То есть сейчас телеграм такая продвинутая площадка, где, ну, люди узнают новости. Синди Ньюс, подписывайтесь. Почему Синди Ньюс, надо объяснить, потому что люди иногда думают, что это прямо... Мой личный, да, это мой личный канал. На самом деле он создавался тоже очень давно, но на какое-то время я его забыла, и я его тогда назвала Синди Ньюс. Сейчас там публикуются новости все из Тувы, которые не только из Тувы, плюс еще и материалы 108 канала. Конечно, в будущем он будет 108 каналом, мы его переименуем, но для этого нужно время, потому что чтобы люди немножко подпривыкли, и плюс еще мы будем создавать еще другие площадки, которые будут, если сейчас у нас на площадке телеграм-канала там все новости, и ЧП, и культура, и так далее, то сейчас я хочу, знаете, вот разбить по площадкам, чтобы было несколько площадок, чтобы для людей было удобно. То есть, допустим, хотят они посмотреть какую-то афишу, да, или какую-то культурную жизнь Тувы, они открывают, это определенный канал и смотрят, ага, сегодня, допустим, вот такой концерт, или про блогеров. Это тоже такая очень интересная ниша у нас в Туве. Ну, у нас любят наблюдать за блогерами. Я думаю, что если собрать это все на одной площадке, это будет пользоваться интересом и спросом у читателей и пользователей телеграм-канала. Ну и плюс, конечно же, это будет ЧП. То есть там будет у нас происшествия какие-то, люди будут сами присылать нам материал, мы будем публиковать. Это все будет это будет такая сетка 108 канала Тува. Сетевое издание. Да, сетевое издание, конечно, сетевое издание. Мы совсем недавно перешли вот на сетевое издание. Сначала мы были телевизионщиками, считались по документам, но так как мы вещаем все-таки в интернете, мы переделали лицензию, регистрацию на СМИ, теперь мы сетевое издание, то есть мы полностью будем вещать в интернете. Конечно, были у нас мысли о том, чтобы зайти на кнопку в телевизор, но все-таки посчитали, что это нецелесообразно сейчас. Почему? Ну, потому что на цифру мы не сможем зайти. На цифровое телевидение. Вот у нас ГТРК только в цифровом формате. Это очень-очень дорого, это нужно отдельный канал, это миллионы. Мы не можем сейчас себе это позволить. Чтобы выходить на кабеле, ну, не вижу смысла, потому что на кабеле абонентов, к сожалению, мало. Уже все. Да. 3000 абонентов и все. То есть ради, ну, вот эти 3000 абонентов, они сидят также в интернете. То есть зачем повторяться и на кнопку и в интернет. Ну, сейчас у всех есть телефоны, у всех есть телевизоры, где выходят в интернет, и могут люди смотреть 108 канал ТВА вот без так. Проблем. Да, без проблем. Слушай, я не могу не задать тебе такой вопрос. Вот как сейчас у тебя складываются отношения с представителями власти? Я думала, ты сейчас скажешь, как у тебя складываются там личные отношения. Подожди, до этого дойдем. Или это одно и то же, да? Возможно. Да, наши отношения, конечно, напоминают такой бурный роман, да, со взлетами и падениями. И все наблюдают, как сериал. Ну, это такие немножко абьюзивные отношения, скажу. Кто кого абьюзит? Да, я только не понимаю, кто кого абьюзит. Ну, отношения у нас такие, скажем, сложные, но интересные. Мы иногда любим друг друга, иногда ненавидим, да? Да, иногда у нас вот такие прямо ссоры, как в мексиканском кино, в итальянских фильмах, вернее. Ну, а если быть серьезно, то, конечно, мы стараемся поддерживать какие-то отношения, где-то нас, ну, до сих пор не зовут. Вот недавно прошла пресс-конференция главы, нас не позвали. Почему? Потому что, когда я ходила на пресс-конференцию, это было где-то месяц назад, я задала несколько вопросов, на которые, к сожалению, глава не знал ответов, и почему-то наверное, он рассердился. Ну, я не знаю, что, конечно, он там подумал, но, тем не менее, нас больше не зовут. Ну, ты знаешь, если раньше я как-то переживала, что нам вот правительство не дает интервью, да, то потом мы поняли, что правительство, они такие же исполнители, как и другие
чиновники. Есть другие вышестоящее руководство в России, где можно взять без проблем интервью. Сейчас есть везде телефоны, есть везде пресс-службы. Если мы не получаем здесь ответа у нашего правительства, мы просто звоним в Москву или там, в другие регионы, которые, там, допустим, курируют Туву, и узнаем у них ответы. Все. То есть необходимость в том, чтобы прям получать у них ответы, тоже нет. У нас мы можем посылать запросы, а по закону СМИ они обязаны ответить. Мы посылаем, они отвечают письменно, мы это озвучиваем. Так что сейчас такие отношения, как сказать, нормальные. Нормально. По пятибалльной шкале, как бы ты по пятибалльной шкале 3. Троечка. Да, хочу еще сказать, знаешь, что все-таки, я не знаю, когда это дойдет до наших местных властей, потому что мы с этим боролись и с предыдущим руководством, что должны быть, понимаешь, не должно быть все хорошо. Вот люди же не дураки, люди же не дураки, они понимают, что все равно здесь есть проблема, тут есть собаки, там, значит, в доме где-то септик течет, да, то есть все равно есть проблемы, и о них нельзя умалчивать, мы должны это поднимать, понимаешь, и должна быть проблема, и ее должны решать. Но сейчас, к сожалению, наше правительство, оно не хочет взаимодействовать. Должно быть и оппозиционное какое-то СМИ, которое независимое, да, и те, которые государственные, которые говорят о том, что да, у нас действительно все хорошо. Почему наша популярность растет? Потому что люди, они видят, что мы действительно вещаем правду, мы действительно говорим о том, как есть на самом деле. То есть пока... Если хорошо, то хорошо. Да, если хорошо, то хорошо. Если плохо, то плохо. Вот. Но если власть будет с нами взаимодействовать, мы всегда открыты к диалогу, мы всегда готовы сотрудничать вместе. Я думаю, что многие проблемы мы будем решать. Ведь в первую очередь, что и власти, что и мы работаем для людей. Это нужно запомнить. Это не просто какие-то совещаловки, которые непонятны для многих людей. То есть нам нужно разжевывать, нам нужно рассказывать о том, что делает правительство. Допустим, если есть проблема, ее разрешили, да, и показали все это. Но сейчас нету обратной связи. Я вижу, что у правительства нету с народом. Ну, это, конечно, их работа, я не могу вмешиваться и не могу диктовать им о том, как нужно работать, потому что у нас есть свой канал, где мы, сетевое издание, где мы затрагиваем те или иные вопросы и проблемы всякого рода характера. Хорошо или плохо, то есть мы рассказываем, как есть, без прикрас. Когда канал только начинал свою работу, было очень много, и сейчас, конечно, есть, но тогда было прям очень много таких сюжетов на острую тему, на тему оппозиции, да, разоблачающих сюжетов было много, где ты в том числе была в качестве корреспондента, да, как автор сюжета, автор материала. Вот скажи, не прилетало ли тебе за такие публикации какие-нибудь угрозы, еще что-то? Какие угрозы? В суде, ты понимаешь, я 3 года судилась с караулом и с Аганулом. Так, это открыто, а вот то, что вот прям угрожали или... Нет, такого, чтобы прямо угрожать не было, но я знаю, что, конечно, многие хотели там как-то мне пригрозить пальцем, там переговорить, но так этого не состоялось, потому что... Как мне потом стало известно, что и те тоже ходили под наблюдением правоохранительных органов. Вот чтобы мне прямо сказать о том, что там, Альмира, мы тебя сейчас там, прибьем, да, но такого, к счастью, не было. Потому что, я думаю, что, наверное... Волна вот этого хейта, она все-таки была, ты пережила это время. До сих пор переживаю, до сих пор есть эти паблики, до сих пор есть эти телеграм-каналы, которые посвящены мне, где-то тебе, да, где-то тебе, то есть люди. Мы знаем, кто это делает, понимаешь? Мы знаем, что это делают в правительстве, но кому это еще нужно, кроме них? И за большие деньги. Да, и за большие деньги, людям за это платят, но они не понимают,
понимают, что пиар, он любой пиар есть пиар. Черный пиар, белый пиар, какая разница? Чем больше люди говорят, чем больше они пишут там, что, не знаю, там уродуют наши фотографии, там пишут какие-то гадости, ну, люди больше запоминают, кто Альмира кто такая, Настя кто такая, вот. Да, лишний раз просто упоминание. Конечно, да, упоминание. Кстати, вот за черный пиар люди деньги платят, а мы вот мы бесплатно получаем. А мы за бесплатно все это получаем, да. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое, старайтесь, мы что-то читаем, что-то не читаем на самом деле, но да, я отписалась от многих вот этих телеграм-каналов, которые где скажем так, черноту пишут и публикуют. Я тоже уже давно не читаю. Да, да, да. Ну, как бы меньше знаешь, лучше спишь. И, ну, что я могу сделать? Ну, вот, если человек выполняет свою работу. Да, пусть он выполняет, он хорошо выполняет, можно даже премию дать. И, ну, повлиять на это я не могу. Никак, да, никак. Да. Ну, пусть все будет так, как есть. На самом деле, у меня вообще уже иммунитет выработался на эту чернуху, потому что только не было на протяжении 2 лет, да, 1,5 лет, это прямо вот чернуха налилась. Но также было не с самого начала, что вот это с самого начала, 19-го года. Иммунитет твой. Да, конечно. Я же с таким никогда не сталкивалась, и когда я столкнулась, для меня это, конечно, было... Ну, я тяжело это переносила, мне потом еще и начали, люди когда отправляли, там, вот, да, вот это самое неприятное, когда вот тебе начинают отправлять скриншоты вот этого всего. Зачем? Мне тоже так делают, понимаешь, до сих пор знакомые отправляют мне скриншоты какого-то, ну, вот этих неприятных комментариев, там вот это вот все. Зачем? Я тоже не понимаю. Ну зачем? Конечно, я переживала, а потом я где-то через полгода у меня выработался иммунитет на это, и сейчас я к этому очень ровно отношусь. Ты знаешь, я на самом деле начинаю переживать, когда ну вообще ничего не пишут. Да. Да, это, я такая, так. Что такое? Забывают, что ли, меня мои товарищи? Ну, вот так вот. Я думаю, ну, пусть так и делают на самом деле. Хотят они этого. А вообще, ты знаешь, я как-то смотрела интервью с Лерой Кудрявцевой, ну такое уже, но не самое новое, это может быть год-два назад было выпущено, и она очень классно сказала про хейт. Она говорит так: если тебя начали поливать грязью в интернете, поздравляю, ты стал популярным. Да, популярная. Конечно, популярность я эту, ну, я к ней отношусь очень спокойно и не зацикливаюсь на этом, потому что... Нет ли у тебя звездной болезни? Нет, у меня нет звездной болезни. У меня была звездная болезнь, знаешь, когда это был новый век. Вот тогда я переболела, да. Звезды, телевидение, тогда даже не было интернета, все звезды были только в телевизоре. И все. И тогда, ну плюс еще и возраст молодой был, конечно, мне так снесло башню. Там я, знаешь, ходила, я думала, все на меня смотрят, там все меня узнают. Но я через это прошла, мне сейчас и не 20 лет, мне сейчас уже 40 лет. И к этому я спокойно отношусь. И где-то, знаешь, я вот... Мне, на самом деле, вот эта вот популярность, она что дает? Дает то, что люди знают, к кому обращаться, если случилась у них беда. Потому что зачастую никто их не слышит. Ни чиновники, ни правоохранительные органы, они не знают, куда обратиться. Но когда на слуху есть, что нужно обратиться к Альмире Синди, они меня находят в социальных сетях и пишут: мы стараемся помогать каждому. Вот это вот популярность, которая вот на слуху, как сарафанное радио. И люди вот так вот и узнают, что да, действительно нужно обратиться к Альмире, Альмира поможет, стараемся. А ты не устаешь от чужих бед? Ты знаешь, я сейчас все-таки, когда начинают мне писать в вечернее время, когда я дома, я им пишу, что позвоните мне завтра, мы обсудим.
Потому что раньше, где-то год назад, да, я прямо круглосуточно была на связи, круглосуточно я все объясняла. Сейчас я все-таки стараюсь, что работа есть работа, а дом есть дом. То есть дома у меня личные дела, мои какие-то свои разговоры, то есть я не хочу вмешивать работу в свое личное пространство. А когда я на работе, все, я прямо всех там по часу, по два, я каждому объясняю, я каждого приглашаю, и вот этот поток, он идет, идет, идет. Ну и спасибо, я благодарна людям, что они с пониманием относятся и, да, говорят, хорошо, мы вам перезвоним утром, там, во сколько вам удобно, я говорю, ну, во столько-то перезванивайте, я с вами пообщаюсь. Я знаю, что не так давно ты стала членом Ассоциации малочисленных народов Крайнего Порпажин. Севера, да, Порпажин. Вот расскажи, как так получилось, какое ты вообще имеешь отношение к ним, да? Ну, и отношение я имею самое, есть прямое. У меня вообще малочисленные народы, это тувинцы-тоджинцы, которые проживают в Терехольском районе села Кундуртук, который находится очень далеко, да, доехать тоже очень сложно. Мои корни, они из Кундуртука. Моя мама и папа, дедушка и бабушка, они все родились в Кундуртуке. То есть это моя такая историческая родина. В свое время в детстве я тоже проживала в Кундуртуке. И вот кто жил в Кундуртуке, потом автоматически 3 поколения, они тоже становятся тувинцами-тоджинцами, то есть причисляются к малочисленным народам. Таким образом, я попала в эту общину Порпажин. Я думаю, что это не случайно. Не из-за того, чтобы вот быть в Порпажине, а то, что, наверное, мне так кажется, мое предназначение – это сейчас вот вникнуться в проблемы Кундуртука и стараться их решать. И мне, я не знаю, там, Вселенная, там, Бог, там, Будда, мне вот именно подвели меня к этому для того, чтобы я уже вошла и начала помогать. Значит, так нужно, понимаешь? Так нужно, и на это воля Божья. Значит, я просто не должна сопротивляться и должна, значит, помочь. Значит, так надо. Ну, вообще, это вот малочисленные народы, Порпажин, их на самом деле осталось немного, там, по-моему, всего 800 человек, которые входят в эту общину, и, их надо беречь. Потому что беречь, это люди, их очень мало на самом деле. У них есть какие-то небольшие абсолютно льготы, там это пенсия, то, что в 50 лет женщины могут выходить, и, по-моему, там 1 раз они могут летать на самолете. Но это ничто на самом деле. То есть нужна помощь, и, видимо, помощь тут моя нужна. Вот ты упомянула сейчас Вселенную, Бога. Как у тебя вообще обстоят дела с духовным твоим развитием? Веришь ли ты во все это? Конечно, верю. Я очень серьезно начала уделять внимание в последнее время именно духовному развитию, потому что через духовность мы идем к осознанному. То есть наше бессознательное, оно все равно нам диктует, то есть берет, именно черпает из духовности. Все, что мы говорим, все, что мы делаем, это вот все приходит от бессознательности. Да? Даже, допустим, и как это все тренировать? Только через духовность. Я не знаю, что есть там. Это есть Бог, там, да, есть Аллах, есть Будда. Возможно. Каждая религия по-разному это называет. Ты знаешь, это вот как рука, да? То есть вроде бы ладонь одна, но пальцев много. То есть это Бог, Аллах, Будда. То есть, все мы вот в одном кулаке. То есть все одно и то же. Да, все одно и то же. Я знаю, что есть какие-то, я уверена, что есть силы, сейчас вот начало просто очень модно, да, говорить Вселенная. То есть если раньше люди говорили, были Бог, да, говорили, там Будда, Аллах, то сейчас говорят Вселенная. Я абсолютно не против. Суть не меняется. Да, суть не меняется, но нужно приходить, я говорю, к осознанности именно через духовность, потому что все вот в жизни, я и сама сейчас на этом понимаю, все в жизни возвращается. Нужно всегда поступать по совести. Причинно-следственные связи. Да, конечно. А нужно следить за тем, что ты говоришь, не обижать людей, не воровать ни в коем случае. Про убивать я даже не говорю, да. Нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Потому что это все взаимодействие. Никогда не бывает, чтобы тебе там пролетело, допустим, просто так. Никогда там упал на тебя
2 миллиона, но не упадет никогда на тебя 2 миллиона. Это нужно к этому прийти. А как к этому приходить? Это нужно через благие дела приходить, чтобы ты с чистым сердцем, с чистым разумом подходил к каждому делу. И, ну, прям нужно контролировать себя. Тяжело, на самом деле, тяжело. Скажи. Да, согласна. Я знаю, что ты тоже. Да, это путь. Это путь, Это да. путь. И ну, тренировка. Так же, как и в спорте, здесь нужна тренировка. И потом уже, так же, как и тело запоминает, вот мышечная память есть, да, так же и мозг потом, ну, то есть, когда ты его тренируешь, пробуждается. Пробуждается и уже начинает тебе прокладывать сам дорогу, ту, которая, тебя, которая должна быть у тебя. А вот скажи, пожалуйста, есть ли какой-то человек, или, может быть, это не один человек, который повлиял на тебя, вот твое на мировосприятие, на твое воспитание, то какой ты человек, то, кем ты стала вообще? Такой человек, конечно, их несколько. На каждом жизненном пути нам встречаются определенные люди, которые выполняют роль учителя. На каком-то этапе в 2019 году я познакомилась с Андрианом Оржаком. Это очень мудрый человек, он всегда дает дельные советы, он всегда к нему подходишь, он очень рассудительно говорит: хорошо, давай посмотрим вот с этой стороны, вот с этой стороны. То есть мы никогда не рубим с плеча, то есть нужно всегда выслушивать и вторую сторону, да, то есть есть другое мнение, то есть никогда только вот по своей линии не идти. Это мои сестры, конечно же, но это вот изначально, потому что они меня вырастили, они со мной, мы всегда вместе. Они очень огромное влияние на меня оказали на протяжении всей моей жизни. Ну и, конечно же, это моя дочка. Дочка, которая, ну, я вместе с ней росла. Я родила ее молодой достаточно, в 23 года, я не знаю, там, ну, мне казалось... Ну, это конечно, да. Я сейчас понимаю, что я была очень молодая и сама так, ну, то есть не понимала вообще жизни. И вот, когда она родилась, мы вместе с ней росли, развивались, взрослели, да, взрослели. Где-то я у нее училась чему-то, где-то она у меня чему-то училась. Конечно же, мы больше такие с ней подруги, нежели мама и дочка. Конечно, я могу там пожурить ее, но все равно это мой близкий человек, это моя опора, это моя... Она дает очень дельные советы мне всегда. То есть я прям прислушиваюсь, потому что дети же, они не думая говорят, да? То есть, так как у них еще такое незамутненное сознание. Да, так как есть, я так послушаю, думаю, да, действительно, что-то в этом есть, я это черпаю, то, что она говорит. Не так давно она стала в топ-10, да, вошла в топ-10 моделей Азии. Да. Расскажи про это же большая гордость для матери. Конечно, это большая гордость для меня. Я прямо, знаешь, у меня до сих пор вот мурашки по телу идут, когда мы смотрели у кого-то в Инстаграме в прямом эфире, потому что, ну, нет, не транслировали в России, все это транслировали там, за рубежом, и когда объявили о том, что вот Ариана Ахметова вошла в топ-10, и прям мы там чуть не расплакались. Да, к этому дочка, у нее модельная внешность, что уж говорить. У нее рост почти 180, она очень стройненькая, она 12 лет проходила на художественную гимнастику, и потом она пошла в Эдегей, модельное агентство. Сейчас она в Эдегее, и Эдегей, они принимают участие вот в этом конкурсе, фестивале модели Азии, и так как у дочки есть все данные, они пригласили участвовать там. Это нужно было ехать в Корею, мы собрались, дочка поехала. К сожалению, многие наши родственники, моя сестра, не смогли выехать в Корею, потому что сейчас это очень сложно это сделать, и Корея, без объяснения причины может запретить. Вот некоторым родителям запретили, в общем, въезд, хотя были билеты на руках в Корею, хотелось посмотреть все это своими глазами. Так получилось. И там среди всех этих моделей, а их было очень много, они уже профессиональные, которые ходят на мировых подиумах. Моя дочка, то есть она такая, знаешь, во-первых, она очень интересна по внешности, и жюри это оценили, и она вошла в топ-10.
А какие у нее, вот она вернулась, когда домой уже, да, в Туву, какие вот у нее были инсайты, как это модно тоже сейчас говорить? Инсайты. Слушай, ну у нее вообще мировоззрение полностью поменялось. Она говорит: мама, ну там вообще по-другому все. То есть она увидела там сравнение, да, какое-то вот в жизни. Она поняла, что нужно обязательно. То есть в Корее как? Они, ну я так поняла, что они очень любят себя. Они очень любят себя. То есть у нас сейчас любовь к себе, она только недавно пришла, и вот начали говорить о том, что нужно любить себя, нужно любить себя. Там это, видимо, у них уже с молоком матери. И вот главный инсайт, который дочка привезла, это что нужно в первую очередь, конечно же, заботиться о себе. Это не только внешность какая-то, но это и внутренняя красота. И слава богу, что она сейчас это поняла, потому что, ну, все мы знаем, сколько стоят психологи, сколько стоят все эти коучи, чтобы к этому прийти. У нее сейчас это есть уже. Ты практически все свое время проводишь на работе, ты трудоголик, ты трудяшка, действительно, да, я знаю об этом, потому что я вижу это изнутри, насколько много времени ты уделяешь работе. Остается ли у тебя что-то для личной жизни? Остается. Ну, так, начнем с первой части, да, что я очень много на работе нахожусь. Вот это же не зря говорили: найди свое хобби, и оно начнет тебе приносить деньги. Вот понимаешь, журналистика – это как мое хобби. Я действительно люблю. Я могу с закрытыми глазами написать текст, я могу там с закрытыми глазами сказать, какой сюжет нужно сделать, как его нужно сделать. Это все закрытыми глазами. Это мне вообще не напрягает. То есть я не... И как-то, знаешь, меня не выворачивает, что вот нужно досидеть там вот до 5 часов, там до 6, потом быстрее убежать с работы. Нет, это мое любимое дело, это вот мое хобби. Если я не пишу, меня прямо начинает ломать. И вот говорить о том, что это прям моя работа, ну, я получаю деньги за это, вот, достаточно неплохие деньги. И принесло свои плоды. То есть я не напрягаюсь на работе. Я всегда... Наоборот, да, я заряжаюсь здесь, тем более, когда я общаюсь с ребятами, когда мы делаем материалы, это все захватывает, это как игра, понимаешь? Я думаю, что на протяжении всей оставшейся жизни будет так и продолжаться. Что касается личного времени, да, конечно, у меня есть личное время от работы, да, ну, от моего хобби. Я занимаюсь спортом. Без спорта я уже не могу, это тайский бокс. Я себя пробовала, тоже инфитнес ходила, что-то не ходила, в общем. Не то. Вот тайский бокс мое. Вот тоже же говорят не зря. Вот не важно, каким ты спортом занимаешься, главное, чтобы он был твой, и все, чтобы тебе нравилось, и ты тоже будешь отдыхать. То есть не напрягаться, не заставляет себя ходить на тренировки. Я нашла его, я тоже хожу, и я прямо там отдыхаю. Это, знаешь, если раньше это было там, ой, там подтянуть тело там, или еще что-то, сейчас я занимаюсь спортом, чтобы больше, знаешь, чтобы больше работать, чтобы больше было вдохновения, потому что если я не занимаюсь спортом, у меня нет вдохновения. Энергии, вот, да, энергии, чтобы было больше. Только я позанималась, все, у меня, знаешь, там звезды летят из глаз, я так, ага, будем это, то делать. Вот, это больше сейчас для головы, нежели для тела. Ну и для тела тоже в том числе. А как на личном фронте? Ну, я думаю, многих интересует этот вопрос. Свободно ли твое сердце сейчас? Да, сердце мое свободно. Вот. Недавно освободилась. Да, недавно освободилась. И сейчас я, ну, если я познакомлюсь и встречу достойного мужчину, благородного, то которого я полюблю, который меня полюбит, почему бы и нет. Ну, постоянно же тебе задают этот вопрос про замужество. Готова ли ты еще выйти замуж в своей жизни? Все хотят меня выдать замуж. Все, кому не хотят. Ты знаешь, на самом деле я не стремлюсь туда, я вот честно, да, я не стремлюсь выйти замуж, потому что кабы-абы за кого, я на это не согласна. Я самодостаточный человек, мне хорошо с собой, понимаешь? Я сама себя обеспечиваю. То есть потребности в каких-то деньгах
ну, от мужчины. От мужчины. Да, у меня нет. То есть мужчина должен быть моим партнером, чтобы мы смотрели в одном направлении, чтобы у нас были общие темы для разговора, чтобы мы могли обсудить те или иные темы, не только там, допустим, детей, там, да, и совместные там, и работу. Кружки для детей. И кружки для детей, а чтобы мы смотрели вот именно, то есть, чтобы у нас было одно мировоззрение, чтобы мы четко знали, к чему идем. Пока я такого мужчину не встретила, но если я встречу, я думаю, что будет идеальный союз, и чтобы с хорошим чувством юмора. Потому что юмор, он спасает отношения. Манифестируем. Да. Требования, да? Да. Пожалуйста, все критерии озвучьте. Будущие женихи по ту сторону экрана. А так, конечно, я не стремлюсь, понимаешь, можно так выйти замуж, простите, что все твои подруги незамужние будут тебя жалеть и говорят, боже мой, как это там, зачем мне такое? Уж замуж не втерпешь. Или как там поговорка есть такая? Ладно. Потом вспомним. Это, видимо, не главное. Что-то там замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Ну да. Вот Многие, такое. кстати, так и делают, лишь бы замуж. И вот Для у них, галочки. Да, и для галочки, ой, замуж надо. Но нет, не надо, вы сначала сами будьте... Да. Сначала личностью стань, потом уже как... И вам должно быть хорошо собой, а потом уже хорошо с кем-то. Ну это, понимаете, на несчастье может несчастный мужик и прийти. На счастье приходит и счастливый мужик. Происходит. Да. Самодостаточный. Все же хотят хорошего мужчину. Самодостаточного, там, богатого, да, ну, по определенным меркам. Чтобы там любил, не пил. Ну, нужно самим сначала стать таким, а потом уже на это придет тот мужчина, который будет считывать ваше состояние. А если вы будете несчастная, вот такое придет. Пьющий, бьющий. И обесценивающий, и абьюзивный и так далее. А к детям ты еще готова? Да, я, наверное, готова к детям. Я могу, ну, если так будет суждено, если будет со мной достойный человек, вот, то почему бы и нет? Ну, я тоже не стремлюсь, чтобы там, знаешь, родить. Я же понимаю прекрасно. Я просто выпаду. Ну, на год как минимум я выпаду. Хочу я этого или нет, но я выпаду из жизни. Ну, тоже интересно, тоже будет новая страничка. Я маленько забываю, что это такое. Мне тут дали подержать лялечку маленькую, а я уже не знаю, с какой стороны к ней подойти. Ну, подошла. Ну, подошла. Да. Окей, хорошо. Ну, конечно, интересно узнать, какие дальнейшие планы у канала, да, прежде всего 3 года, и вот, скорее всего, 5-летие уже будет, да, вот следующая такая знаменательная дата. Вот какие цели перед каналом стоят? Цели грандиозные. На самом деле, к 5-летию мы хотим подойти уже с блоком новостей. Это у нас будет, то есть нам нужно штат расширять. Это будет не один сюжет в день, да, и там передачи, а это уже будет такой блок новостей из нескольких сюжетов, да. Это будут дополнительные передачи. Сейчас у нас, кстати, скоро будет кулинарная передача, запускается политическая, где будет обзор политической жизни Тувы. Буду вести пока я ее, потом мы найдем ведущего человека и будет вести. Ну и, конечно же, мы хотим уже, знаешь, расширяться, так как мы сетевое, тоже сетевое, это не зря, охватить другие регионы. Другие регионы в каком смысле слова? Ну, то есть, чтобы, ну, во-первых, нас видели, а как это сделать, чтобы нас видели? Нам нужны другие сюжеты, то есть мы будем сотрудничать с другими регионами. Сейчас уже я веду переговоры с Новосибирском, с Красноярском и с Абаканом. Стримеры, да? Да. Чтобы мы, то есть они размещались у нас на площадке. И таким образом мы будем расти на Сибирь. К 5-летию хочу Сибирь, а уже к 10-летию вся Россия. Классные Нет, почему к 10-летию? Давай это к 7-летию России. Да, к 7-летию. Потому что, понимаешь, я знаю, как это все делается, я знаю, просто нужно немножко поднапрячься в финансовом плане, да, то есть взыскать средства для этого, и все. Да? И найти людей, которые смотрят с тобой в одном направлении, и работать. Да. В завершении нашего интервью хочу у тебя спросить, вот представь, если бы у тебя была машина времени, и ты бы могла что-то изменить в своем прошлом,
Поменяла бы ты какое-либо свое решение? Нет, нет. Ты знаешь, я объясню почему. Вот я сейчас с высоты своих лет, да, смотрю на те или иные события в своей жизни, когда они мне казались трагическими, когда они мне казались такими ужасными, которые, там, я думала, о боже, почему они произошли со мной. Прошло какое-то время, и я понимаю, что они дали, да, для чего. Они дали мне определенный урок, они дали мне толчок, они мне дали, чтобы я развивалась дальше. Не будь этого случая, не было бы другого, который сейчас происходит. Все, что происходит с нами в этой жизни, хорошее или плохое, оно дает плоды, и нужно правильно этим воспользоваться. Так что я не хочу ничего менять. Если я что-то поменяю в этой, ну то есть с машиной времени где-то, я потеряю что-то здесь. Вот в этой жизни, да, или в будущем. Ну, вот, или в будущем. Ты гордишься собой? Да, я очень горжусь. Я горжусь в плане того, что вот 108 канал, я действительно очень горжусь, потому что ну, мы большие молодцы, очень большие молодцы, и мы держимся, несмотря ни на что, мы будем продолжать работать, так же весело, так же озорно, где-то ругать, где-то хвалить, но это прямо детище мое, я горжусь. Я горжусь тем, что я, ты знаешь, начала по-другому смотреть на жизнь, более легко, более осознанно. Я тоже этим горжусь, потому что, возможно, я могла бы и не прийти к этому. То есть мне сейчас от того, что я понимаю многие вещи, что нужно вот осознанно все это осознавать, мне легко становится. И по жизни тоже легко идти. Ну и заключительный вопрос. Что такое любовь? Любовь – это партнерские, доверительные отношения. Это не касается не только мужчин, это касается также и детей, это касается также и родных, касается и коллег, и всех остальных. Получается, это доверие? Доверие, полное доверие. Супер! Это была Альмира Синдиев. Спасибо большое, Альмира. Спасибо. Скажи, заходите. Приходите в гости чаще.